Происходит в сфере медицины после того, как Крым воссоединился с Россией? Вот на ваш взгляд, как сейчас? Лучше, хуже, хорошо, плохо? Что, ну, если можно? Ну, вы знаете, всякие перемены, конечно, отражаются на организации. Сейчас идет полная реорганизация. Потому как наши дети работают в этой сфере, они сравнивают. Конечно, идут изменения в лучшую сторону в материально-техническом отношении. Появляются новые, значит, инструментарии, новые аппараты, новые методы исследований. И очень часто приезжают, значит, с таких вот ведущих столичных клиник оказать консультативную помощь. Даже тяжелых больных они забирают на этих самолетах МЧС. И сейчас в проекте, потому как приезжал это правительство Медведев, он, значит, в проекте строительства травматологического центра в Ялте, насколько мы знаем по СМИ и по телевидению. И второй центр такой многопрофильный, в Симферополе, где-то на 1000 коек, где будет акцент на сердечно-сосудистые заболевания, так как они на сегодня очень актуальны. И зачастую в основном люди обращаются по этому поводу. И привлечь самых лучших специалистов, здесь вот их подготовить и снабдить самой такой вот последней аппаратурой. Нужно, конечно, правильно сказала супруга, что вот многопрофильные, надо современные оснащения, современная аппаратура, высокотехнологичные методы надо внедрять в Крым, чтобы куда-то не ездить. Но я думаю, что это со временем у нас и наши дети, я думаю, что, так сказать, примут участие в организации такой высокотехнологической медицины в Крыму. Когда мы вернулись, вы знаете, было такое вот ощущение, у нас были проблемы с языком. Конечно, все было на украинском языке, это для нас новый язык, и немножечко мы затруднялись. Вот в общении там, в школе, допустим, дети затруднялись, и больше было предпочтение этому языку. Ну, как бы русский отодвигался на второй, третьей роли. И вот когда это произошло, Крымская весна, это для нас, вы знаете, это был день победы второй раз после 1945 года. Я всегда об этом говорю и не перестану говорить. Это был для нас день победы. Мы ликовали, просто ликовали, как могли. Это все мифы временные. Все мифы, никакого ощущения, что кого-то притесняют, не ощущают. Вот наши дети в школе учились, дети работают, родители их работают, никакого притеснения не ощущают, абсолютно. Ну и сейчас после присоединения тоже. Ну нет, конечно, абсолютно, нет абсолютно. никакого притеснения. И быть не может этого, потому что указ есть указ. Нет, ну указ и 3 языка. притеснения нет. Западный мир, он где-то, так сказать, проявляет недовольство тем, что так культурно, так незаметно Крым вернулся домой. Вот это, наверное, не могут проглотить. Не могут вот это пережить. Как это так мы Переварить. прозевали? За одну ночь, вы знаете, оказались в другом государстве. Мы очевидцы, вы знаете, всего это. И за день, за 2 дня это все происходило, вот это кипение, там, буквально на волоске все это висело. И вот все И это... вот утром встаешь, и про все, что произошло, даже многие люди из-за боязни уехали в другие места, что здесь начнется какая-то заварушка. Даже нам предлагали некоторые, говорят, давайте детей забирайте и езжайте подальше отсюда. Я говорю, нет, уже Россия, говорю, здесь. Хотя я не знала этого.